Положение СССР в мире диктовало свои условия. Власть вынужденно понимала, что война неизбежна. К власти в Германии рвались национал-социалисты, поэтому стране, переходящей из преимущественно аграрной в промышленную, нужны были ресурсы на трансформацию. Лучшим советским ученым было поручено вычислить, где провести поиски так нужных стране полезных ископаемых. Неизбежна была война, поэтому у нас начали искать и осваивать север, добывать олово в Верхоянском районе. Вот Билибин решил теоретическим способом, он нашел золото в Колыме, что должен был продолжаться золотой пояс. И в Верхоянском округе обязательно должен быть золото. И Леонтьев, он нашел на 40-х годах нашел золото у нас в Верхоянском районе, тоже в 10 местах, наверное, золото. После предположения Билибина в 1931 году о продлении Тихоокеанского золотоносного пояса северо-востока Азии с Индигирки в бассейн реки Адычи, находок в 1932 году Смирновым зерен касситерита в образцах с территории Верхояния, находок в Федорцовом золота в 1933 году в бассейне реки Тостах, созданное якутское отделение «Союз никель-олово-разведки» развернуло массовые съемочно-рекогносцировочные и геолого-поисковые работы в северо-восточной Якутии. Вот каждое население обязано было помогать, объезженных лошадей предоставлять, поводырей, людей предоставлять, помощников, которые помогли бы, объезженных лошадей и снаряжение. Не только лошадьми, но и приученных, объезженных оленей, нарты там. И базируясь здесь, они еще нашли олово дальше, вот местности Куйга, Депутатск, Кулар, Северная, там нашли золото, и в местности Кучис. В истории открытия, геологического изучения и последующего промышленного освоения Адычанского золотоносного района можно выделить 3 значимых этапа. Первый этап – научный прогноз, рекогносцировочные работы, поиски и разведка, эксплуатация мускульных запасов с 1931 по 1942 годы. Второй этап – поисково-оценочный с 1944 по 1960 годы. Третий этап – разведочно-эксплуатационный с 1965 года по настоящие дни. Все они были отмечены оживлением интереса к району, выявлением промышленных месторождений, созданием геолого-разведочного и горнодобывающего предприятия и потерей веры в промышленную ценность района, вплоть до полного уничтожения геолого-разведочного и горного производства. Каждый из этих крупных этапов можно, в свою очередь, также разделить на более мелкие периоды, характеризующиеся изменением взглядов на промышленную ценность района. Надо было вывозить вот эту руду, поэтому они сначала на пароходах везли, вот, на специальных контейнерах олово, до Новосибирска везли. И в 1937 году вот, первые пароходы были плоскодонные, дошли до Батага, еще был тут местность отсюда 100 километров есть местность. Затон-Янский, там 2,5 доходило тысяч заключенных. Там большой поселок был. До 1963 года этот поселок как перевалочная база, как Нижнеянск. До этого еще Нижнеянска не было, как Жатай. Там грузили вот эти грузы, промышленные грузы. Там и доки были судоремонтные, и госпиталь был, и все там было, как поселок. Там и пекарни, и детсад, и школы. А когда в 1963 году наводнение было, переселили этот Затон-Янск, Нижнеянск обратно. Ну, там построили новый базу. И там заключенные тоже заготавливали дрова. Наверное, от Сартана сплавляли дрова для строительства Батагая и вот, быть может, даже вот Усть-Куйго и другие поселки, да? Промышленные поселки. Особое внимание при этом было уделено поисковым работам в Верхоянском районе. Результатом стало открытие новой оловянной провинции, и к 1939 году в Адычанском районе началась отработка россыпи касситерита, попутно с их разведкой. Нужно, наверное, сказать о том, что освоение, изучение Верхоянской земли началось
очень давно, с тех времен, как рудознатцы еще вдруг обнаруживали олово, серебро, даже где-то уголь, и пользовались тем, что они нашли. Пришли геологи, начали изучать, искать конкретно олово, потому что олово – это стратегический металл, нужен во многих отраслях хозяйства. И вот в 30-х годах такое олово нашли на месторождении Гихая. В 1938 году первое олово было выплавлено. И с этого, собственно говоря, началась история промышленного освоения в Верхоянии. Для того, чтобы это олово добывать и отправлять в Россию, там куда-то на переработку, на окончательную переработку, нужно было найти такое место, откуда это было бы удобно делать. И Молитвин, такой был начальник этой экспедиции, он искал конкретное место, откуда можно отправлять олово, искал довольно долго и нашел. Вот на слиянии рек Батагайка и Яна. Говорят, что он зашел на гору, где потом располагалась фабрика, и, по примеру Петра I, сказал: здесь будет город Батагай. И вот город Батагай начал строиться. Начали строить фабрику, начали строить Батагай. В основном здесь, конечно, применялась такая сила, как, скажем так, подневольная. Здесь расположились лагеря Дальстроя и Янлага. Ну, соответственно, были, конечно, и наемные рабочие. Ну, а такая тяжелая работа приходилась вот на этих людей, которые здесь этапом приходили сюда. Ну, фабрика была построена, проработала до конца 70-х годов. Вместе с ней начала развиваться остальная территория. В Гихая образовалась автобаза, она, как сказать, прилагалась к шахте фактически. Оттуда руда доставлялась в Батагай, обогатительную фабрику, потом получившийся концентрат увозили аж в Киргизию. Там была окончательная обработка и получение самого олова. Янская геолого-разведочная экспедиция образовалась в 1941 году. Ну вот, просуществовала она больше 80 лет и, к сожалению, была обанкрочена фактически. Ну, это все это, конечно, связано с перестройкой. Наши геологи за время существования Янгеологии открыли огромное количество месторождений. Такое огромное, что кому-то показалось, что этого достаточно, больше не надо. Хотя территория тоже огромная, которая распространяется на 3 района, вот, кроме Верхоянского, и до самых арктических берегов. Она не изучена еще до конца. Потому что на самом деле это очень большая территория. Ну вот в этих годах недоброй памяти, когда была создана Росгеология, в какой-то момент решили, что ну, как-то обойдется, что ли, Янгеология, не надо ей денег весной выделять на то, чтобы организовать геолого-разведочные работы. И с 2016 года началось вот это вот разрушение, которое в 2018 году привело к банкротству, к сожалению. Сегодня у нас геологии на нашей Верхоянской земле нет. Но зато на тех месторождениях, которые открыли янские геологи, сегодня работают промышленники, золотодобытчики, добытчики серебра, мангазейское месторождение разрабатывается. Кючус хотят разрабатывать. Хотя Кючус по большей части находится на территории Устьянского района. Так, краешком только наш задевает. Но, тем не менее, изучали, открывали, защищали эти земли, эти месторождения наши геологи.
В 1944 году была закончена добыча олова и вольфрама из россыпей Адычанского района. С этой находки и начинается 70-летняя история поисков, разведки и добычи золота в Адычанском районе. История янских геологов начинается с военного 1941 года. В составе НКВД СССР было образовано ГПУ, Янское горно-промышленное управление, которое в 1947 году уже преобразовалось в Янрайгру, Янское районное геологоразведочное управление. И вплоть до 1963 года носило такое название. И вот с 1963 года по 1993 год именовалась Янская геолого-разведочная экспедиция, Янгре. 30 лет под этим названием. За этот период, ну не только за этот период, с 1993 года уже ГУГП Янгеология, далее АО Янгеология и завершила свое существование АО Янгеология. За весь период деятельности геологов Яны на территории 1 миллион квадратных километров, это вот от левобережья, правобережья Лены до границы Магаданской области, это с запада на восток, и с Ледовитого океана, начиная до оси хребта, Верхоянского хребта на юге. 1 миллион квадратных километров деятельность была предприятия. За этот период открыты более 350 месторождений. Все месторождения, которые вот на сегодняшний день практически существуют, которые разрабатываются, это работа янских геологов. Вся промышленность, которая вот на сегодняшний день, и Сантычан, и Прогноз, и Эндебал объекты, все это работа, тяжкий труд геологов Яны. Как бы сказать, конечно, вот за этот период у нас много поколений уже прошло, которые работали в этой отрасли. Это люди, открытые месторождения, вот Куларское золотоносное месторождение, где был в итоге построен Куларский комбинат ГОК, который практически с 60-х до середины 90-х годов добывал золото рассыпное, и знаменитый депутатский ГОК. В 1959 году геологи Яны подтвердили наличие промышленного золота в пределах Кулара, и в начале 60-х годов Янская ГРЭ прекратила геолого-разведочные работы на золото в Адычанском золотоносном районе и приступила к обобщению накопленной за 20 лет информации. В конце 50-х, начале 60-х годов заметно снизилась эффективность эксплуатационных и геолого-разведочных работ и в Верхнеиндигирском золотоносном районе. Перед геологами была поставлена задача найти качественно новый подход к оценке месторождений с более низкими содержаниями и более сложными горно-геологическими условиями. Снижение кондиций в 1964 году позволило повысить эффективность геолого-разведочных и эксплуатационных работ за счет вовлечения забалансовых запасов на ранее выявленных промышленных и непромышленных месторождениях. К середине 60-х годов геологи Верхнеиндигирского района обратили внимание на район верхнего и среднего течения реки Адычи. Геологи Янской ГРЭ наращивали объемы разведочных работ и прироста балансовых запасов на рассыпных месторождениях золото-Куларского района. Распоряжением Северо-Восточного совнархоза от 10 ноября 1964 года создано Янское горно-промышленное управление в составе горных предприятий рудник Эге-Хая, прииски Депутатский и Кулар. Надо отметить, что вот Усть-Янский район тоже изучали наши геологи. То есть Янгеология, тогда называлась Янская геолого-разведочная экспедиция, имела несколько подразделений. Адычанскую партию, северные партии. Вот северные партии работали на территории Усть-Янского района. И вот
Там тоже было открыто и олово, и золото, и вот этот Кючус на территории Устьянского района. Потом они отделились, правда, северные партии. А Дычанская, к сожалению, закрылась. Но зато на прииске Дычанском долгое время добывалось золото, которое содержало, можно сказать, весь район. От Дычанского прииска здесь работало очень много предприятий разных. Успешная разведка промышленных россыпей в бассейне ручья Полярник, открытие Синтачанского месторождения, наметившееся в 1968 году. Тенденция к росту мировых цен на золото вдохнули жизнь в Адычанский район. Ну, нужно отметить, что поселок Батагай – это в целом заслуга геологов, потому что благодаря тому, что они здесь поселились, образовалась партия, нужно было, как бы сказать, жить, обживаться каким-то образом. Фабрика открылась, и начали строиться и жилые дома, и школа была открыта, и разные учреждения. Интересно, что для обеспечения своей жизни образовывались очень даже интересные предприятия. Добывалось, для того, чтобы делать кирпичи, добывалась глина на определенном участке, на Элентасе. Значит, существовала такая интересная вещь, как пимокатня. Если кто-то не знает, что такое пимы, это валенки. Специально была такая мастерская, где катали валенки, тоже на одном из участков. Значит, существовала конюшня, поскольку поначалу геологи все-таки ездили в свои экспедиции на оленях, на лошадях. В Атагае конкретно была конюшня. Мы в детстве катались на этих самых санках, которые была запряжена лошадь, и такой старичок развозил хлеб по детским садам, в школу, пекарня стояла. Мы находимся в местности Провал, как мы местные называем, местное население поселка Батагай и Верхоянского района. А ученые со всего мира любят называть ее Батагайка в честь ручья, который протекает внизу вверх. Ну, как эта местность образовалась, есть много версий, конечно, и соприкосновений, так как, скажем, от человеческого фактора, возможно, могло эта местность образоваться. Сам в эту местность я наткнулся, скажем так, по наставлению. У нас в поселке Батагай по фамилии Алексеев проживал, и он, когда именно цифровая технология пришла к нам, любительские видеокамеры, он снимал свои любительские видеосъемки, проводил по красотам, по пейзажам природы Верхояния. И как-то работал в управлении культуры, мы начинали такие фильмы снимать, как «Эчи», как «Природа Верхояния», про экстремальный туризм, рыбалку. И к нам пришел и гражданин Алексеев и показал именно видео, то, что близ поселка Батагай есть такая местность, которая как колодец, овраг, и оно все обваливается. Там слышны грохоты. И были найдены несколько фрагментов именно костей мамонта и фауны. И не теряя времени, мы тем же летом сразу, через неделю, может, две, сразу 2 человека мы обнаружили это место. Конечно, сперва было подозрение, что как эта местность образовалась. Мы сперва, конечно, подумали, что метеорит упал или когда-то в свое время, или озеро сошло. Но это оказалось по изучению годов, оказалось то, что это могло быть берегом реки, где в те года, в древние года приходили животные той эпохи и для водопоя, и тонули здесь, и умирали здесь, которые мы можем обнаружить именно кости. И в 2009 году мной и моими друзьями впервые была обнаружена, скажем, уникальная находка. Это верхоянская лошадь. Радиоуглеродный анализ дал геологический возраст. Ей составил 4450 лет. И в
Тем же годом осенью, в сентябре месяце, мною, когда по наставлению ученых, вот именно лаборатории музея Мамонта города Якутска, Северо-Восточного федерального университета Петра Алексеевича Лазарева и Семена Егоровича Григорьева, когда я пришел сюда перед заморозками в конце сентября месяца, чтобы посмотреть захоронение именно той лошади, верхоянской лошади, я обнаружил целую тушу мумифицированного бизоненка. Вот. Радиоуглеродный анализ дал 8250 лет. Но от роду где-то 1,5-2 месяца было вот бизоненку, а лошади где-то примерно 2-3 года. Но эта местность до сих пор привлекает со всего мира, все вот тут и туристические маршруты, и съемочные группы приезжают, и, конечно же, ученый мир, который до сих пор хотят изучить вот именно нашу мать природу. В Верхоянском районе в последние годы возрождается промышленность. У нас работают крупные компании, такие как компания «Полиметалл», филиал «Прогноз Серебро» работает в верховьях реки Сартан. Также на нашей территории работают такие компании, как «Звезда», «Даль Золото», «Синегорье». С ними ежегодно подписывается соглашение о социально-экономическом развитии нашего Верхоянского района. Планируем мы создать союз недропользователей. В этом году у нас первый крупный объект по строительству фельдшерско-акушерского пункта в самом отдаленном нашем наслеге, это Барласский наслег. Финансирует данное строительство компания «Полиметалл». Недавно в выступлениях первого заместителя председателя правительства Джулустана Борисова было озвучено, что будет техногенная дорога до Усть-Куйги, где у нас сейчас строится атомная станция, где есть месторождение Кючусь. Оно охватывает и Верхоянский, и Устьянский районы. Поэтому очень надеемся, что эта дорога у нас в течение нескольких лет будет построена, это вековая мечта наших верхоянцев, не только верхоянцев, это дорога жизни для 4 основных районов: Эвено-Бытантайского района, Булунского района, Устьянского района. По ней мы планируем в дальнейшем завозить продукты питания, строительные материалы. И, конечно же, это облегчит в первую очередь жизнь населения северных арктических районов. По данной дороге планируется уже провести оптоволокно. Уже в конце 2025 года планируется довести до Батагая, в 2026 году до Устьяна, Булуна и Эвено-Бытантая. Конечно же, первую хотелось бы выразить слова благодарности нашим геологам, в первую очередь ветеранам-геологам, которые основали здесь поселок Батагай. Нынче у нас в Батагае празднуем 85 лет со дня открытия поселка Батагай. Это, несомненно, благодарность нашим геологам. Они открыли данный поселок. В свое время здесь проживало более 10 тысяч населения в поселке Батагай. Геологи здесь построили школу, детские сады, жилые дома. Поэтому низкий поклон нашим геологам. Верхоянская земля хранит много историй, связанных с полезными ископаемыми, но нынешнюю историю уверенно пишет компания «Селигдар». Их обширная стратегия развития промышленности на севере Якутии, включающая строительство новых дорог и новых источников энергии, атомной станции, навсегда изменит жизнь на крайнем севере, даря новые возможности не только жителям Якутии, но и всей России.